Пойдем, я покажу тебе свои цветы. Да, из мастерской сразу в сад. Да, Тут на грех не природу. творить. Тут у меня чайки, кстати, тоже пролетают, иногда спорят между собой. Да ты Такие у них что? разборочки бывают. Да. И с чего начинается утро твое? С кофе. С кофе? Здесь, в этом саду? Когда позволяет погода, да, очень приятно. Здесь эти цветы разводит моя мама. Вот с каждым годом их становится все больше и больше и больше. И очень приятно. Но сейчас как-то меньше их цветет. Обычно они так буйно, прям красочно. Гортензия, которая стала очень популярной Да, в последнее время. Она у нас была всегда, и как-то она просто разрастается очень быстро. Вот. А так, да. Такое утро начинается с кофе, вот за этим столиком, который выложила моя сестра, кстати, с которой мы ходили на художественную школу. Круто. А, кстати, по поводу мозаики, ты говорила о том, что и сама в этом деле хорошо разбираешься. Ну, не очень хорошо разбираюсь, но у меня есть целая серия работ, связанных с мозаикой советской. Сама серия называется «Совет Глория», и она, как бы на этих картинах изображены наши мозаики, которые у нас есть в санатории «Ленин», на здании Сухум-Прибора, остановка в Очимчире, очень много. В общем, там у нас разных вот красивых мозаик, и я выбрала эти. Серия работ. Они живописные, да, но я накладывала краску так, как будто бы я действительно лепила эту мозаику по фотографии. Это было так интересно. Потом я вскрывала лаком эти работы, и они действительно выглядят сейчас, как будто бы выложены смальтой какой-то микроскопической. Также в этой серии есть одна работа, она как бы представляет собой советскую марку ко дню космонавтики, и там изображен Гагарин. Ну, она тоже такая какая-то необычная получилась. Вот. И эти работы я выставляла в 2019 году в выставочном зале на своей персональной выставке. Здорово. Может быть, это такой первый шаг к мозаичному искусству? Может быть. Подумываешь? Вообще это очень интересно, но сейчас у меня немножко такая загвоздка с материалом, проблемы достать, ну, даже не столько проблемы, он очень дорогостоящий, и пока, в общем, чтобы заняться этим, как я люблю, основательно, у меня не хватает возможности. Меня вдохновляет природа, опять же море, иногда наш город, люди разные, которых я встречаю, которых я знаю или не знаю, хорошая музыка, фильмы, книги, много чего, наверное. Катя, в твоих работах очень много моря, чаек и морской тематики в общем. Скажи мне, пожалуйста, с чем такая любовь к морю связана? Ну, скорее всего, это связано с тем, что я выросла недалеко от моря. Все мое детство прошло на море. И уже в сознательном возрасте я занялась парусным спортом как хобби, что вылилось в большую любовь. Вот. Ну, наверное, от этого и пошли чайки, море и все прочее, что с этим связано. То есть, получается, только после того, как ты занялась парусным спортом, в твоих работах в большей степени стала проявляться эта тематика, или до этого тоже она была? Она была всегда, если честно, те же самые чайки и море. Прослеживается в моем творчестве уже давно. Но когда я стала ходить в яхт-клуб, появились еще и яхты, то есть вид города с моря, такие необычные ракурсы. И все это из реальной жизни, то есть это не какая-то фантазия или что-то, уже более такое реальное и профессиональное. Катя, это твой очень частый маршрут.
Да. Можно сказать, ежедневный, особенно летом. Вот это твой ежедневный маршрут, но все равно я думаю, что каждый день ты по-новому смотришь на те или иные вещи. И часто ли вот какие-то мотивы твоих работ рождаются в дороге, в пути? Конечно, зачастую они так и рождаются, когда я смотрю, вдохновляюсь чем-то, запоминаю, иногда фотографирую и потом воспроизвожу это дома уже в мастерской. А есть с собой альбом, карандаш, Да, где конечно, ты, постоянно. где ты можешь на быструю руку Набросать скетч, да. какие-то скетчики, а потом дальше Конечно, да, обязательно. довести до ума. Да, ну я так и делаю обычно. Особенно вот я люблю выходить осенью, когда море такого красивого цвета, вообще пастельные тона, это моя тема. И как раз осенью много чаек, все вот так красиво. Вот, и я делаю иногда, беру с собой этюдник, делаю этюды маслом. Ну вот где-то приблизительно вот в этом районе. А вот твой любимый яхт-клуб Амра. Да, родной мой. Скажи, пожалуйста, а в последнее время часто посещаешь? Ну, последнее время, если честно, реже, чем до этого, потому что со временем уже не так хорошо, нет столько свободного времени, а так стараемся выходить летом или ранней осенью, когда тепло. Для чего тебе это нужно? Это вот какой-то глоток свежего воздуха, это какой-то такой, не знаю, экстрим, какой-то адреналин или что именно тебе Ну, ты это назвала все, все вместе. Действительно так. Я вообще, честно говоря, азартный человек, наверное, отсюда и Формула-1. дает? Ага. Вот. Но это очень классно, выходить в море, смотреть на свой город со стороны, с бухты. Вот. Ну и вообще это интересно, как это тоже же ремесло своего рода. То есть ты смотришь, как там, что нужно делать, мне объясняют это тренеры. Ну это такие занятия, вот, не знаю, хобби. Что тебя вдохновляет? В общем, в таком понятии меня вдохновляет природа, опять же море, иногда наш город, иногда даже очень часто, я бы сказала, люди разные, которых я встречаю, которых я знаю или не знаю, хорошая музыка, фильмы, книги, много чего, наверное. Формула-1, вот, это очень важный фактор тоже. Кстати, эта тема тоже большое место прям занимает в твоем творчестве. А как эта история началась? С чего? Вообще, Формулу-1 я смотрю со школьного возраста, я очень люблю формулу, и не знаю, не зря ее называют королева и спорта. Формула-1. Да, все удивляются. Вот, и у меня есть два моих любимых гонщика, это Айртон Сенна, к сожалению, он погиб в 94 году, но вот я являюсь его фанатом. Мне кажется, что это самый талантливый гонщик за всю историю, хотя их было очень много, и они все разные, но вот для меня он фаворит. У меня вообще есть большая серия картин, связанных с Формулой-1, которую я представляла на Формуле-1 в Сочи. Она была выставлена там 2 раза. Было очень интересно. Вообще фанату Формулы-1 и художнику в одном лице участвовать в этом мероприятии изнутри. А кто из художников для тебя является вот таким наиболее талантливым, наиболее профессиональным? За чьими работами ты пристально следишь, если это касается современников? И чьи работы для тебя вот прям очень много значат? Честно сказать, у меня нету такого художника, за которым бы я являлась последователем чьей-то школы или что-то в этом роде. Ну, а так, конечно, в мире очень много интересных художников и скульпторов, ну, за кем я наблюдаю, допустим, в Инстаграм, на кого я подписана. Это большое количество людей, вот, и даже не ныне живущих, а еще и старых мастеров. Художники считаются довольно меланхоличными людьми. Насколько ты согласна с этим суждением? Я вообще не согласна с тем, что как можно говорить о том, что художник должен голодать, чтобы он был хорошим художником, или он должен быть меланхоличным. Но все люди же разные, у всех свой путь. И мне кажется, не стоит такой стереотип подгонять все.
Вот, я нет, я, по-моему, не меланхолична, не знаю, вроде бы нет. Не замечала за собой такого. Что для тебя творчество? Ну, для чего ты этим занимаешься? Это образ жизни, а я не могу им не заниматься. Я выбрала этот путь, мне кажется, еще в детстве. И я всегда знала, что я буду художником, и как-то я отношусь к своему делу не как к профессии, я просто в этом живу. То есть я не разделяю. Моя мастерская — это моя комната. То есть я перемещаюсь в этом пространстве, когда я отдыхаю, когда я работаю. То есть для меня это все едино. Но я тоже не пускаю в свою мастерскую всех подряд. Да, но это такое место, где ты расслабляешься, твое место личное, где ты работаешь, где ты делаешь авторские работы, и не только. И, ну, конечно, хочется здесь уединиться, ну и, наверное, не всем показывать. Она у тебя очень уютная. Спасибо. Скажи, а ты сама подбирала цветовую гамму? Вот, меняется ли облик твоей мастерской со временем? Или вот ты ее обустроила так, как тебе было хорошо, и она остается такой же? Ну, она довольно-таки молодая, но я ее уже один раз обновляла прошлым летом, но, в принципе, все осталось так же, как и было. Моя мастерская, она сделана, по моему мнению, я была сама декоратором. Она выполнена в таком морском стиле. Вот. Мне захотелось сделать что-нибудь такое, связанное с яхт-клубом, с морем. Вот. То, что я люблю. Твоя тема. Моя тема, морская, да. Вот. И голубой цвет я вообще вот заметила, я не могу сказать, что это мой любимый, но я заметила, что голубого цвета в моих работах очень много. Даже это не я заметила, заметили мои друзья. Они говорят, ну, голубой же это твой любимый цвет. Я задумалась и поняла, что, в принципе, да, он превалирует у меня в работах. Вот. И мне как-то спокойно, вот, находясь в этой мастерской, в этих стенах, этот цвет меня не раздражает. Расскажи немного об этих работах. Эти работы, они из серии киноафиш, выставки «Бульвар Капуцинов», которая проходила на набережной, персональная выставка. И они связаны с кино. Я выбрала именно те фильмы, которые люблю я, не популярные, а вот именно то, что нравится мне. Там были разные киноафиши, это и с Адриано Челентано фильм, «Блеф», «Брат 2», ну, в общем, «Грязные танцы» разные. Ну, здесь у меня представлены «Снега Килиманджаро» и «Леон». А также вот портреты Алена Делона, одного из моих любимых актеров, и Чаплина. «Леон» и мой любимый фильм, кстати. Картина, ну да, очень такой. Да, очень классная. Можешь ли ты назвать себя киноманом? Не могу назвать себя киноманом и прям знатоком кино, но я очень люблю фильмы. Любителем могу, да. Причем я люблю неореализм, это франко-итальянские фильмы, вот как принято называть их нудятиной, но не знаю, мне нравится. Я как-то проживаю с этими актерами всю эту историю. Вот. Для меня это не нудно и интересно. Моя любимая техника — это акварель. И вот первые мои работы, они были акварельные. Это красные конверсы. Это моя школьная еще работа, но одна из таких профессиональных, ну не профессиональных, конечно, я еще была школьницей, более серьезных, вот так правильно будет сказать, которые были отправлены в Москву на какой-то конкурс или вот не участвовали. Там 3 работы акварельные. Ну и вообще я могу сказать, что у меня было 11 персональных выставок, и они все были на разную тему, то есть 10 персональных, 11 была общая. В этих выставках, в этих сериях абсолютно разные темы. Это и кино, «Бульвар Капуцинок», у меня была выставка, там собраны киноафиши к известным фильмам, моим любимым. «Крыша Сухума», это тоже немножко не о море, там интересные такие виды Сухума, вот прям крыш, которые не часто может увидеть обычный житель Сухума. Горожанин, то есть выбирала... Ты сейчас сказала, и я вспомнила эти работы. Ну вот, правда, да. это было здорово. Потом вообще какая-то такая для меня необычная выставка «Ботаника», которая проходила в ботаническом саду.
Работы представляли собой абстрактные картины, на которых были ну, как бы сложена композиция из отпечатков разных растений. Я называю эту серию «Скелет листа», «Скелет растения». То есть там такие отпечатки, потом они были прописаны, прорисованы тонкой кистью, чуть ли не как иголочкой. Очень была кропотливая работа. Ну, это вот такая вот абстрактная тема. Ну, очень такая, может быть, необычная для меня. Катя, сколько тебе лет? 31. Люди намного старше тебя, те же художники, не могут похвастаться таким количеством персональных выставок. Это правда очень здорово, и это очень смело. А не тяжело ли было делать вот этот вот первый шаг и каждый раз выставляя свои работы? И есть какое-то такое волнение особенное? Или мы же все равно зависим многие от мнения общества? Вот не боишься этой реакции, критики? Как ты это все воспринимаешь? Ну, сейчас, честно говоря, я к критике отношусь уже совершенно по-другому. В самом начале моего пути, конечно, все это давалось сложно. Каждая выставка это был даже такой стресс, можно сказать, и тяжело, это и физически тяжело. То есть это ты организовываешь выставку сам. Это нужно привести работы, их расставить, это нужно успеть, чтобы все было вовремя, все проконтролировать самому. Хотя очень часто мне помогал комитет по вопросам молодежи и спорта, большое им спасибо за это. Ну, все равно это организовать выставку это очень серьезное, тяжелое, ответственное дело. Катя, я знаю, что ты работаешь с детьми. Насколько тяжело вот передавать свой опыт, обучать и при этом продолжать свою деятельность бесперерывно? Ну, график моей работы позволяет мне не прерывать свою художественную деятельность. Работать с детьми, конечно, сложно. Не в плане того, что мне сложно им передать, просто физически уделить внимание каждому. У меня большая группа, в принципе. И вот я стараюсь заниматься с ними не по программе, вот я им поставила постановку, и рисуйте все, я просто пойду поправлю. Нет, я стараюсь заниматься с каждым как индивидуально, то есть по их возможностям, потому что они разного возраста, разного восприятия. Поэтому, чтобы научить их нормально, хорошо, дать им знания, нужно работать с ними практически индивидуально. Но это, конечно, выматывает. Но это очень интересно, потому что все дети разные. Иногда они меня даже вдохновляют на что-то, потому что у них такая очень фантазия богатая, они такие непосредственные все, и мне нравится работать с детьми, хотя, в принципе, я должна была отработать в школе 2 года свой диплом, и я думала, что я уйду, вот, но мне очень нравится работать в школе, и я осталась, вот уже я уже, получается, 9 лет работаю. Ты сказала о том, что ты очень восприимчивый человек. А относительно критики, то же самое бывает? Ты очень остро воспринимаешь критику? Или тут тоже зависит от того, насколько она конструктивная, насколько она абсолютно необоснованная, такое тоже бывает. Раньше я ко всей критике очень болезненно относилась. Ну, как болезненно, не то, что мне там было обидно, что меня прокритиковали, мне было обидно, что я проделала такую работу сложную, и вот что-то там не так. Сейчас я вообще к критике отношусь по-другому. То есть меня интересует мнение только тех людей, мнение которых для меня важно. Все остальное для меня просто не существует. Нет, я слушаю, конечно, это тоже полезно всегда для художников, выслушать информацию и понять, что, может быть, действительно человек прав, и он не потому, что задеть тебя хочет, тебе что-то говорит, а на самом деле хочет тебе как бы дать совет. А кто эти люди, чье мнение тебя волнует, чье мнение тебя интересует? В первую очередь это моя семья, потом это мои друзья и люди из моей профессии. Их очень мало, вот, к мнению которых я прислушиваюсь. В рамках программы, это уже в качестве традиции тоже, наверное, есть такая рубрика, точнее, есть вопрос традиционный, хочу его задать тебе. Твой любимый художник и одна любимая работа этого же художника? Это должна быть живописная работа? Нет. Ну, мне нравится статуя Давида Микеланджело.
Это, мне кажется, такое вот произведение искусства, которое вот мое. Я прям фанатею с него. Мне очень нравится. А выбрать одного художника, не знаю, мне сложно. У меня их очень много. Рене Магрит, импрессионисты, Левитан. Ну, в общем, их очень-очень много. Даже стрит-арт, Бэнкси. Разные направления, разные художники. При том, что я не причисляю себя к какой-либо школе, я, ну, как бы развиваюсь в своей технике, в своем направлении, не причисляю себя к какому-то определенному виду. Вот, поэтому мне сложно сказать, что вот этот вот, допустим, мой любимый. Даже Диснея взять, ну, как бы, мне кажется, тоже своего рода художник. Да, конечно. Раз уж ты заговорила о статуе Давида, не могу не спросить, не было идеи заняться вообще этой скульптурой? Ну, это немножко проблематично здесь, в Абхазии, поэтому, наверное, ну, и, конечно, интересно, но это, знаешь как, я не люблю заниматься чем-то наполовину. Если занимаюсь, я должна это делать основательно. Сейчас у меня нет такой возможности. Если она когда-то появится, я думаю, в принципе, это интересно мне. То, чем ты сейчас занимаешься, ты занимаешься основательно? Абсолютно. Но я, во всяком случае, стараюсь сделать это основательно. Буквально, не знаю, вот недавно напротив 10-й школы появилась такая очень интересная арт-зона, автором которой являешься ты, насколько мне известно. Не совсем автор, я больше, наверное, как организатор, потому что за основу этой росписи этой стены взяты картины братьев Белецких, которые на тему нардского эпоса, которые были до войны, украшали стены 10-й школы, и все выпускники 10-й школы помнят, и так приятно было, когда мы рисовали эти картины. Люди просто подходили и говорят, мы помним вот именно вот эти вот работы, это наше детство и так далее. И очень приятно. Вот. Идея нардского эпоса была моей, а именно картины братьев Белецких решил как бы задействовать в этом проекте Тимур Кайтан. К сожалению, вот его нету с нами. Мы начинали этот проект вместе с ним, он как главный художник курировал. Вот, готовили мы проект 2 года, была отобрана масса макетов. Вот, также непосредственно принимал участие в отборе и мэр города Беслан Федорович Эшба. Большое ему спасибо за участие. И также моим куратором был Даур Лого, очень приятный, добрый, хороший человек. И было очень комфортно с ним работать. Тоже большое спасибо ему. Стрит-арт, он довольно популярен во всем мире. Но я не сказала бы, что у нас в городе он так особо пользуется популярностью. Только первые шаги какие-то делаются. Насколько эта тема нам подходит, на твой взгляд? Ну, можно я немножко вот расскажу о стрит-арте, даже не о стрит-арте. Вот то, что мы делали, это больше подходит под паблик-арт. Различие в том, что это легализованное дело, то есть это было нарисовано с разрешением, то есть мы получили разрешение от администрации, нанесли такой рисунок, как говорится в тусовке, мурал, стена, вот, роспись. Ну, мне кажется, что у нас есть довольно-таки еще много мест, где можно было бы сделать какие-то интересные вещи. Честно говоря, я не профессионал в этом, поэтому мне одной сложно как бы. Но я уже начинаю изучать это направление тоже, потому что это очень интересно. И, в принципе, есть такое поле действий, где можно применить свои способности. Ну, просто нужно вникать в это и не просто прийти, раскрасить какую-то стену. Ну, то есть это такая... С какой-то определенной целью? Конечно, да, какая-то концепция была в этом, какой-то смысл. А вообще вот эти ребята, которые к нам приехали, они из Москвы, их 3 было, они входят в топ самых популярных стрит-арт художников Москвы и не только. Они организаторы ежегодного фестиваля во Франции. Вот, то есть они такие довольно именитые уже люди.
И они выступают, ну, делают свое творчество под лозунгом «стрит-арт — это не вандализм», потому что, в принципе, стрит-арт в России, он закрашивается и считается вандализмом. Вот. Хотя делаются такие очень красивые произведения искусства. Развитие человека как профессионала, оно останавливается ровно тогда, когда он начинает себя считать супер профи, супер человеком и так далее. Все равно мы должны идти в ногу со временем, а для того, чтобы идти в ногу со временем, нужно постоянно работать над собой, над своими навыками, повышать уровень своей там, квалификации, своего профессионализма. Вот в этом плане, насколько ты считаешь нужным, важным саморазвиваться, работать над собой, и как это ты делаешь? Вот, как ты к этому Я идешь? убеждена в том, что художник до конца своих дней, сколько бы ему ни было лет, он учится. То есть это постоянный процесс. И когда художник, допустим, за 50 лет выставляет каждый год одну и ту же работу, это полнейшее для меня лично, это субъективное мнение, деградация человека, профессионала. Я стараюсь работать каждый день, и если я несколько дней пропустила, мне уже чего-то не хватает, я стараюсь садиться там кисточкой или карандашом работать. То есть рука в любом случае за какой-то, ну не за один, не за 2 дня, но за какой-то промежуток времени она забывает, как проводить линии и так далее. Это, конечно, быстро можно наработать, но тем не менее нужно постоянно заниматься этим. Это очень важно.